Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И в следующем часе мы продолжим обсуждать самые актуальные новости, которые касаются непосредственно временно оккупированного Крыма. И начнем со следующего информационного сообщения. Как известно, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что считает важным достижением своей поездки в Берлин возвращение в повестку дня вопросов по аннексированному Крыму и украинских политических заключенных в Крыму и в Российской Федерации. Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook. Предлагаю послушать его цитату. Важливим досягненням я вважаю повернення на порядок денний наших переговорів питання тимчасово окупованого Криму і українських політв'язнів у Криму та Росії. Крим і Донбас – це все українські території, тимчасово окуповані Росією у ході агресії. У цьому плані між ними немає різниці. Тому я і сказав в інтерв'ю німецьким ЗМІ під час візиту: ми доб'ємося деокупації і реінтеграції в Україну і Донбасу, і Криму. Скільки б часу це не зайняло. Ну а з нами зараз на прямому зв'язку Микола Давидюк, політолог, директор аналітичного центру «Політика». Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Ну вот только что вы услышали заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Вот как вы считаете, можно ли действительно считать достижением актуализации вопроса Крыма вот спустя 6 лет ее оккупации? Насправді, Крим, сказати, що він зникав з порядку денного, це було б неправдою. Зрозуміло, що були періоди певного затиші, це і через коронавірус, це і через торгівельну війну між Сполученими Штатами та Китаєм, це і через зусилля Російської Федерації, але Крим точно не випадав. Українські дипломати в кожній країні кожного разу піднімають це питання, яке є насправді найбільшим зовнішнім питанням України. І сказати, що одна поїздка актуалізувала взагалі весь порядок денний, я б теж не перебільшував. Хоча, дійсно, пан Кулеба є професійним дипломатом, і його потуги повинні давати певні продержавницькі рішення. І повинні давати певні, скажімо, такі зовнішньополітичні рішення, які повинні принести певну користь, в тому числі наближення повернення наших територій, які сьогодні знаходяться під окупацією Російської Федерації. Але точно це не було зроблено на одній зустрічі. Тим більше, що всі... Сорвалась, к сожалению, у нас связь. С нами был на прямой связи Микола Давидюк, это политолог, директор агентства розвитку, директор аналитичного центра «Політика». Мы попробуем с ним еще раз связаться. И так, как мне подсказывают наши редактора, уже связались. Алло. Так, слухаю вас. Да, слышите, да? Да, вот вы сказали, вы абсолютно правы, когда сказали, что тема Крыма, и не сходила, собственно, с повестки дня, но в этот раз она прозвучала вот в некой другой плоскости, а именно прозвучал тезис о создании какой-то международной платформы по неизбежной деоккупации Крыма, где будет, собственно, это обсуждаться. Вот в каком формате, в каком составе стран и международных организаций она может существовать и может быть создана? Міністр деокупації території говорив взагалі, що це може бути будапештський формат в одному з своїх інтерв'ю, з одному з своїх блогів. Насправді, який інструмент придумали наші урядовці, я думаю, не так важливо. Важливий більше є результат. Це реальне повернення нашого півострову і окупованих наших територій Криму та Донецької та Луганської областей. Скажімо так, чи це буде формат якогось окремого міста, як це відбувається Мінськ чи Париж, так? Чи це буде формат, скажімо, зустрічі міністрів закордонних справ, чи це буде формат зустрічей президентів. Від них потрібно уточнювати ці деталі, вимагати ці деталі, тому що те, що пропонується, наприклад, по Донбасу, це не прийнятні для України насправді речі, які тільки віддаляють повернення нашої території, більш того, що й ставлять під загрозу незалежність нашої держави. Тому треба уточняти все те, що було сказано по Криму, тому що просто так віддавати на відкуп дипломатам ті речі, які стосуються не просто зовнішньої політики, а які взагалі стосуються незалежності всієї держави, які стосуються суверенітету, теж не можна.
Дуже дякую вам. Микола Давидюк, політолог, директор аналітичного центру «Політика», був з нами на прямой связи. Ну а как вы заметили, к нам пожаловал гость Константин Батовський, політолог, директор агентства розвитку Приазов'я. Вітаю вас. Добрый день. Добрый день. Ну что ж, вот только что мы с политологом Миколой Давидюком обсуждали заявление Дмитрия Кулебы, министра иностранных дел Украины, который сказал, что важное достижение – это актуализация темы Крыма на международной платформе, а именно во время его визита в Берлин. Вы, наверное, слушали эту пресс-конференцию. Вот по Крыму, что нового вы для себя услышали? Ну, я, к сожалению, остаюсь пессимистом, потому что нового я не услышал ровным счетом ничего, несмотря на заявление о том, что вот был визит и то, что готовы предоставить какой-то особый статус территориям в рамках уже существующего украинского государства. Понимаете, когда эта новость высказывается какими-то нашими партнерами по переговорам, тогда мы понимаем, что это действительно серьезно. Если наша сторона выложила еще одно просто простое предложение поговорить, обсудить, то это было простое предложение, которое забудется к следующей встрече. Поэтому, к сожалению, мне кажется, что нашему министру не следует делать такие резкие заявления, не заручившись поддержкой украинской нации, собственно, этих вопросов украинского народа, потому что... Ну а какая должна быть поддержка украинского народа? Вот есть Крым, да, есть оккупированная территория, и вопрос поднимается в Берлине, на этой международной площадке, и идет речь о возможной платформе, о создании международной платформы по неизбежной деоккупации Крыма. Мне кажется, украинское общество будет не против. Смотрите, у нас украинское общество очень четко хочет, собственно, все выступают за то, чтобы окончилось насилие, чтобы вернуть оккупированные территории. Но украинское общество не готово поступиться территориальным устройством, не готово, допустим, Донбассу предоставить статус какой-то там автономной республики в составе Украины, а Крыму дать еще какую-то большую автономию. Просто так тут же речь об этом не идет. Речь идет о создании международной платформы, которая будет обсуждать непосредственно вопрос деоккупации Крыма. Ну, вы знаете, вот очень хотелось бы, конечно, быть оптимистом, но весь опыт подсказывает, что успех таких платформ, он не существует успешных прецедентов, и обсуждать пока нет что. С кем мы будем обсуждать деоккупацию Крыма, если Россия категорически не признает сам факт оккупации? Какой смысл обсуждать деоккупацию Крыма с Германией, с Америкой и с другими странами, которые не пришлют сюда войска, которые не будут активно вмешиваться? У нас есть Минский процесс. Вот эта платформа для деоккупации Донбасса. Довольны мы Минским процессом? Лично я очень недоволен Минским процессом. Нужно ли нам еще одну подобную платформу создать для обсуждения вопросов Крыма? Крыма? Это же не значит, что вообще не нужно ничего делать в направлении Крыма и деоккупации Крыма. Вы знаете, для того, мне кажется, надо просто связать. У нас наша дипломатия страдает вот этой шизофренией. Мы разделяем Донбасс и Крым. Мне кажется, это надо связать. Это корень этих проблем один, называется он Москва-Кремль. И в том случае мы имеем дело с режимом Путина, и мы должны каким-то образом консолидировать международное сообщество против этого режима. Но это не делается путем создания платформ, форумов и прочих подобного рода вещей, к сожалению. Просто весь мировой опыт показывает, что опыт создания таких платформ, он негативный, ничего не будет. Поэтому нам сначала надо договориться вот с теми странами, которые нас хотят поддерживать. Какие это страны? Сейчас на сегодняшний день очень сложно сказать, какие эти страны готовы нас поддерживать. У нас имеется очень высокий статус отношений с Соединенными Штатами Америки. Мы являемся страной-партнером, но мы понимаем, что вот этот год — это год выборов в Соединенных Штатах Америки. И когда в Америке происходят выборы, происходит передача власти от одной президентской команде к другой президентской команде. И, как правило, в это время вот вся администрация занята именно этим. И у них
не хватает просто внимания следить за событиями в остальных Ну, странах. я бы так не сказала. Украину пытаются все-таки вовлечь в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах Америки. В курсе истории с пленками Деркача, да, и Это все равно ж Украина происходит как-то... помимо как-то нашей воли абсолютно. Мы их не просили нас вовлекать. И я думаю, Но мы еще не знаем, что- кто нас туда вовлекает. Мы знаем, кто нас туда вовлекает. Это сторона действующего президента Дональда Трампа, которая пытается использовать Украину для борьбы со своим оппонентом Джозефом Байденом. Ну, знаете, мнение в этом вопросе разделилось. Часть вот говорит то, что вы сейчас озвучили, а другая часть говорит, что нет, это российский след для дестабилизации ситуации и подрыва двухпартийной поддержки США по отношению к Украине. Ну, нам очень российский след, он у нас, собственно, сапог российской армии стоит на нашей земле. Но стоит ли за этим видеть вот за каждым шагом активность России, я боюсь, у нас не хватит просто сил вот так бороться с российским влиянием по всему миру. Это касается дела, прежде всего, внутренней политики США. И разговаривать надо, чтобы решить эту проблему в США с американцами, но никак не с русскими. А как нужно говорить с Западом, с Соединенными Штатами Америки, с Европейским Союзом, чтобы они как-то более активно, более, возможно, радикально относились и как-то пытались решить наш вопрос вместе с нами? Это очень-очень хороший вопрос, потому что нам надо довести до остальных стран риски, которые несет на сегодняшний день Россия. На самом деле Россия есть очень серьезное препятствие для современного мира, поскольку российская политика, вот российская держава, она существует в прошлом веке, мыслит категориями прошлого века, категориями империй, сфер влияния. И эти категории в 21 веке неуместны. Просто общество уже совсем другое. И люди, которые живут в 21 веке, не хотят там дедушек откапывать на 9 мая или делать какие-то такие вещи, которые вот происходят в России, потому что это полный нонсенс, бред и просто неуместно. Но самый главный риск, который несет Россия, это неуважение к ценности человеческой жизни, полное пренебрежение к факту человеческой жизни. Я вот наблюдаю за событиями, связанными с пандемией, и должен сказать, что мы как человечество, в принципе, сделали большой прогресс, потому что мы научились ценить человеческие жизни, и вот это все, что происходит, карантин, куча неудобств, обрушение экономик, на самом деле делается для того, чтобы спасти как можно больше жизней. Когда в мире до этого человечество не относилось так трепетно к факту человеческой жизни. Россия этот факт отвергает. Вот Россия, режим Путина, он не видит ценности в человеческой жизни. И это первый вопрос, с которым мы можем разговаривать с западными странами, потому что они в своем развитии цивилизационном ушли гораздо дальше России. Первое, вот про что мы можем говорить, это вы цените факт человеческой жизни. Если цените, помогите нам остановить насилие в нашей стране. Если цените, верните справедливость в отношении нашей страны. У нас аннексировали территорию в 21 веке. Если вы действительно для вас эти ценности существуют, помогите нам. Вот в такой модальности надо разговаривать и помнить всегда о том, что... Но мы разве так не говорим 6 лет? Мы как-то потерялись в своей риторике. Она у нас менялась, и западные страны всегда немножко сомневаются в нашей искренности, потому что у нас, вот, допустим, был президент Порошенко, он ездил, проводил внешнюю политику, потом приезжали и рассказывал вот с большим пафосом вот все, что надо говорить. Но потом приезжали лидеры оппозиции, рассказывали про то, какая ужасная в Украине коррупция и как все плохо. И западные наблюдатели просто терялись, не могли вот Помните, это совместить одно с другим. У нас же такая ситуация была в парламентской ассамблее Совета Европы, когда было голосование за возвращение полномочий российской делегации. И когда вся украинская делегация, естественно, голосовала против, один из депутатов и членов нашей делегации голосовал за. Ну, я имею в виду Левочкину из ОПЗЖ. Вот такие казусы, Дилемма, они согласна. абсолютно подбивают доверие ко всей украинской позиции. И это очень тяжело объяснить, потому что если мы говорим, что мы в чем-то объединены, то ну как может вот приезжать там другой политик и просто полностью уничтожать все, что было наработано до этого. Поэтому на Западе есть разное мнение. И я думаю, что чем больше вот идут разговоров, чем больше случается коррупционных скандалов, тем больше они убеждаются в том, что Украина ненадежный партнер, и Россия им в этом очень и очень помогает.
И поэтому в этой ситуации вот этот гуманитарный пафос очень тяжело нести. Мгм. Президент Украины Владимир Зеленский отдает себе отчет в том, насколько сложно достичь договоренности с российским лидером Владимиром Путиным относительно Донбасса и Крыма. Об этом в интервью Дольче Велле сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Давайте послушаем его. Зеленський повністю усвідомлює, наскільки складно досягти домовленості з Путіним і змусити його піти з України і звільнити Донбас. Не слід забувати і про Крим, який також повинен бути деокупований. Але незважаючи на всі труднощі, ми, як і раніше, прихильні досягненню прогресу і розробці ініціатив, які допоможуть нам досягти мети. Ну, вот вы все-таки к какой версии склоняетесь? Можно с Путиным договориться, нет? Я думаю, что с Путиным договариваться нам не о чем. Мы ценностно абсолютно другие люди. Путин преступник. И я даже не могу себе представить, чтобы, допустим, Путин приехал в Киев. Это невозможно. Это просто это невозможно, этого не будет, потому что этого не будет никогда. И поэтому мы не можем разговаривать. Мы обязаны, с одной стороны, поддерживать линию переговоров, потому что это работа дипломатов. Никогда нельзя прекращать переговоры. Переговоры всегда должны быть продолжены. И министр, он находит миллион различных лазеек, обтекаемых формулировок, что говорит о том, что он хороший министр, для того, чтобы этот диалог поддерживать. Но на самом деле нам надо разговаривать с другими людьми. Нам надо разговаривать с людьми на Западе, нам надо разговаривать с теми людьми в России, которые считают, что вот все беды, в которых они оказались, начались вот с точки 2014 года. Ну, мы-то это понимаем, да, но западные ведь страны все же пытаются договориться с Путиным, и они как-то пытаются вот юлить между Украиной и Россией, и тем угодить, и нас как бы не обидеть. А как Запад убедить, что с Путиным договариваться уже нельзя? Знаете, мы должны Западу просто честно ставить вопрос, вы про ценности или про деньги, потому что мы понимаем, что вы про деньги, и выстраивая отношения с Россией, та же Германия очень хочет торговать с Россией, и любая европейская страна очень хочет торговать с Россией, и с утратой вот российского рынка они несут убытки. Это факт. Но им постоянно надо задавать вопрос, а что для них важнее просто в этой жизни. Если для них важнее деньги, то пусть они просто об этом скажут, и мы подождем или пойдем к другим странам. Мгм. Если для них важны ценности, то почему тогда вы не докажете это на практике? Вот вы затронули хорошую тему, потому что сенаторы Соединенных Штатов Америки сейчас планируют внести законопроект, который расширяет санкции против российского трубопровода «Северный поток-2». Германия, да, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект плана, который есть у агентства. Давайте послушаем цитату. Санкції, які США до цього ввели відносно Північного потоку-2, будуть поширені на всю діяльність, що стосується прокладки труб і страхування. Обмежувальні заходи планується поширити на підприємства, які надають послуги андеррайтингу, страхуванню або перестрахуванню для суден, що працюють на трубопроводі. Крім того, санкції хочуть ввести проти компаній, які надають послуги з дооснащенням або дообладнання судів трубоукладачів Nord Stream 2, а також проти судів, які будуть працювати в тандемі з трубоукладачем. За даними джерел Bloomberg, здатне добудувати газопровід судно «Академік Черський» має працювати в зв'язці з трубоукладальною баржею «Фортуна», щоб завершити будівництво «Північного потоку-2». Автори законопроекту – сенатор-республіканець Тед Круз і сенатор від Демократичної партії Джейн Шейхін. За словами Круза, газопровід являє критичну загрозу національній безпеці Америки і не повинен бути завершений. Він додав, що будь-який, хто задіяний в будівництві «Північного потоку-2», зіткнеться з серйозними і негайними американськими санкціями. Ну а с нами сейчас на прямой связи Михайло Крутихин, эксперт по нефтегазовому рынку. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, только что вы услышали заявление и вот план законопроекта сенаторов США, который планируют ввести. Вот в случае, если такой законопроект и вот такие санкции будут введены, можно ли сказать, что вот эти новые санкции делают фактически невозможным завершение строительства Северного потока-2? Ну, тут два соображения. Первое, уже достаточно тех санкций, которые обещаны этому проекту в действующем законе.
В законе, ну, если соблюдать этот закон, то строительство не должно продолжиться. Потому что если вдруг «Газпром» это судно направит в Академик-Черский на достраивание «Северного потока-2», то сам «Газпром», как владелец этого судна, столкнется с американскими санкциями. Ему будет очень трудно даже реализовывать свой газ, поскольку проводить операции надо будет с участием американских банков или банков других стран, которые сотрудничают с американцами. То есть компания столкнется с гигантскими проблемами. Мгм. Но что касается нового законопроекта, то законопроекта еще нет. Он появится, когда приобретет номер, когда он будет опубликован на сайте американского Сената. И шансы на его прохождение все-таки не очень велики. Такие отдельные законопроекты приобретают силу закона, ну, с вероятностью где-то 2-3%, не больше. То есть он должен пройти несколько комиссий, Сенат, затем представителей, быть принятым, одобренным, а затем уже подписанным президентом. Это дело очень небыстрое, и в избирательный год, когда накануне выборов президенты американские законодатели находятся, шансы на то, что такой закон будет принят, ну, можно считать ничтожными. Ну вот в этой цитате Bloomberg указано, что способно достроить газопровод судно «Академик Черский». Еще в начале этого года вы заявляли, что чтобы технически соответствовать такому заданию, «Академик Черский» должен пройти вот некое переоснащение. Вот прошло ли это судно, вот это необходимое переоснащение? И был ли тогда в этом смысл, раз в проекте новых санкций судно уже фигурирует, в случае, если мы будем говорить о том, что вот санкции эти будут введены и будут внесены? Ну, судно потратило примерно 2 месяца с лишним, чтобы добраться с Дальнего Востока до Балтийского моря. И по пути оно теоретически могло где-то загрузить технику, скажем, в Сингапуре, узлы для аппаратуры, для устройств по сварке, по проверке и погружению плетей трубопровода. Но сообщения о том, что такая модернизация была проведена, пока нет. Сейчас это судно стоит около берегов, ну, в порту, около немецкого острова Рюген, и рядом с ним еще находится баржа «Фортуна» и еще 3 вспомогательных судна, которые могли бы принять участие в проекте. Но для того, чтобы начать прокладку, им нужно, во-первых, получить сертификацию от датских властей, потому что в эксклюзивной экономической зоне Дании придется работать. И судно должно доказать, во-первых, что оно застраховано солидной организацией, все работы застрахованы. Затем, что у него все оборудование соответствует нормам, и затем нужно дождаться конца лета, когда кончится нерест рыб в этом регионе. То есть раньше конца июля, начала августа работать все равно невозможно начинать. Есть сомнение, что Дания даст такое разрешение. Но даже если она даст разрешение этому судну, то все равно американские санкции, а нынешний закон, он не просто рекомендует американскому президенту, а прямо вынуждает его принять санкции против владельца такого судна. А владелец — это «Газпром». Пока, я думаю, то, что делал «Газпром», перегоняя судно с Дальнего Востока на Балтику, это как бы прощупывание американцев, насколько они готовы ввести какие-то санкции, насколько серьезно к этому относятся. Будем наблюдать за развитием событий. Ну вот скажите, если ну вот по этой информации модернизация этого судна все еще не завершена, можно ли говорить о том, что строительство трубопровода может быть сейчас приостановлено на какое-то количество времени? Я предполагаю, что строительство вообще может не возобновиться, если американцы дадут неоднозначно понять российским властям, что они просто вынуждены в силу своего собственного закона ввести санкции против «Газпрома». Если в Москве это поймут, то тогда продолжение строительства станет невозможным. Зачем Путину «Северный поток-2»?
Тут же есть две причины. Причина номер один — это совершенно бредовая геополитическая идея. Давайте-ка мы накажем Украину и обойдем ее газовыми трубами по Балтике и по Черному морю. Это вот такая вот идея. Она потребовала гигантских расходов. А второе — это перевод очень больших денег из бюджета «Газпрома» в карманы частных лиц, которые занимаются строительством никому не нужных газопроводов. Вот первая задача, она провалилась, поскольку «Газпром» был вынужден подписать транзитное соглашение с Украиной. А вторая задача выполнена, поскольку эти компании, то есть господа Ротенберг, Тимченко, они получили миллиарды долларов за прокладку газового коридора с Ямала до Балтики, до Черного моря. И эти деньги уже в их кармане, поэтому главную задачу, материальную, экономическую задачу, этот проект выполнил. Мгм. Ну вот как вот этот новый пакет санкций повлияет, и те санкции, которые предусмотрены Соединенными Штатами по отношению к Северному потоку, на отношения США и Германии, учитывая, что в Берлине как бы не особо довольны вот этим законопроектом новым? Я предполагаю, что это не самая большая тема, не самая большая проблема в отношениях двух стран, и, скорее всего, это спокойно переживут. Мгм. Ну а вот все-таки могут ли немецкие компании пожертвовать своими связями с США и предпочесть сотрудничество с «Газпромом»? Нет, это исключено. Как только мы уже видели это на примере компаний по всему миру: Италия, Швейцария, китайские банки. Ожидалось, что после санкций 2014 года против российских банков и против российских компаний, пытающихся получить кредиты за границей, что китайцы помогут и выручат деньгами. Но когда пришли к китайцам, те посмотрели и сказали: извините, нам отношения с американскими банками гораздо дороже, чем отношения с Россией, и поэтому мы вам никаких денег не дадим. Вот здесь получится абсолютно то же самое. Для немецких компаний сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, где почти треть мирового ВВП производится, гораздо ценнее, чем сотрудничество с Россией, где 1,7 мирового ВВП. Это микроскопическая в экономическом плане страна, Россия, к сожалению, должен это сказать. И сотрудничество с ней намного неинтереснее, чем сотрудничество с Соединенными Штатами. Мгм. Спасибо вам большое. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Михаил Крутихин, эксперт по нефтегазовому рынку, был с нами на прямой связи. Спасибо большое. Ну а что вы думаете по поводу, возможно, нового пакета санкций в отношении Северного потока-2 со стороны США? Да, и мне кажется, что действительно в избирательный год очень тяжело принимать такие законы, и я думаю, что пока мы видели заявление, и а, не думаю, что это будет принято вот завтра или на днях, или в ближайшее время. В Америке вот с течением президентских выборов жизнь политическая замирает. А с той политической ситуацией, которая там зараз, которая сейчас сложилась, она не то что замерла, она как бы Америка закрывается для решения вот внутренних проблем. Мгм. И на самом деле для других стран это повод призадуматься, потому что если посмотреть статистику, очень много конфликтов в мире начиналось в год американских выборов, именно вот когда происходит транзит власти. Ну а для Украины что это значит, вот завершение строительства Северного потока-2? Как это серьезно на нас отразится? Вы знаете, Если его закончат. если думать серьезно, то отказ от транзита российского газа через Украину принесет нам убытки, которые «Нафтогаз» оценивал там в сумму порядка $3 миллиардов в год. Мгм. С одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что бы ни было, газ через территорию Украины не может течь вечно. И рано или поздно вопрос о том, насколько мы дальше можем зарабатывать на транзите, он встанет. Возможно, это не вопрос там ближайших лет, но точно вопрос ближайших десятилетий. И нам надо самим очень хорошо думать, как компенсировать возможные потери, точно зная, что у нас за стеной абсолютно сумасшедший сосед в виде России. А потребление углеводородов в Европе сейчас вот в кризис и вообще с развитием новых технологий будет падать. Мгм. Ну вот как вот этот новый пакет санкций повлияет на отношения США и Германии? Повлияет ли как-то, как вы думаете?
Это сложный вопрос. В отношениях Германии и США всегда будет пряник. То есть если будет кнут, всегда должен появиться пряник. И я думаю, что и хорошим знаком для нас будет объявление какой-то большой сделки в энергетике, вроде поставок, увеличения доли американского газа в энергобалансе Германии. Если это случится, тогда вот мы будем понимать, что Германия уже не на стороне России, что Германия уже готова играть, потому что в интересах Германии не отдавать, не покупать газ у одного поставщика. В интересах любой страны закупать газ у разных поставщиков, чтобы их балансировать, торговаться и выбивать для себя лучшую цену. К сожалению, мы должны раз и навсегда понять, что в международной политике страны исходят из прагматизма, и Германия будет заигрывать с Россией, потому что это выгодно. И просто мы должны относиться к этому холодно, безэмоционально и искать возможности, экономические возможности для Германии в отношениях с Украиной, чтобы газ добывали немецкие компании у нас, или чтобы мы покупали газ от немецких поставщиков через восточноевропейские страны. Вариантов много, и все зависит от нас на самом деле. Вот давайте подробнее остановимся на теме санкций. Новоназначенный спецпредставитель Министерства иностранных дел Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев в эксклюзивном комментарии телеканалу АТР рассказал, чем займется на своей должности и будет ли усиливаться санкционное давление на Кремль. Предлагаю послушать его прямую речь. Ті санкції, які були накладені Європейським Союзом, державами Групи Семи і Україною на Російську Федерацію, вони мають вплив. І Російська Федерація від цього страждає її економіка, і оточення кремлівського керівництва також страждає. Нам би, звичайно, хотілося, щоб ці санкції посилювалися, тому що, на жаль, вони не змогли виконати свою основну функцію, зробити так, щоб Російська Федерація припинила свою агресію проти України, щоб вона припинила утиски громадян України на окупованих територіях Криму та Донбасу, і щоб вона забралася геть з України. Але ці санкції на сьогодні діють, вони триватимуть. Ми сподіваємося і працюємо над тим, щоб вони були посилені. Наша задача є збільшити ту ціну, яку платить Росія за свої ганебні дії і за свою збройну агресію проти України. Ну, для начала стоит отметить, что у нас впервые появилась такая должность при Министерстве иностранных дел, спецпредставитель по санкционной политике. А вот перспектива эффективности данного ведомства, данной структуры, как вы оцениваете? Это очень тяжелая работа и очень большой вызов, потому что когда мы говорим с западными странами о том, что увеличьте санкции, или они задают встречный вопрос, а чем же мы компенсируем наши потери? Как это мы можем пойти против собственного благополучия? Вот если мы какая-то европейская страна, продаем в Россию, скажем, там оборудование. А вот если мы не будем продавать оборудование, у нас закроется завод. Вот что вы, как украинские граждане, можете потом рассказать работникам этого завода? И это очень сложный момент, это очень большой вызов, потому что мы должны приходить ко всем странам с проектами и говорить, что а давайте вы у нас построите завод какой-нибудь, или давайте мы вместе что-то сделаем, чтобы компенсировать все ваши потери. Скажем, у Германии немецким автоконцернам принадлежит очень много автопредприятий в России. Доходит до смешного, что часть немецких Volkswagen'ов, которые продаются здесь в Украине, сделаны на самом деле в России, а не в Германии. И мы эти машины покупаем, и ездим на них. И когда нам удастся убедить концерн Volkswagen построить завод в Украине, тогда им будет гораздо легче закрыть свой завод в России. Это работает именно таким образом. Поэтому это задача не только для дипломатов, это вообще задача для Кабинета министров, для всех политиков искать такие варианты, реализовывать у нас совместные проекты. Ну
те санкции, которые сейчас уже есть и которые действуют по отношению к Российской Федерации, это там кейсы и по Донбассу, и по Крыму. Вообще у меня вот недавно был в эфире Игорь Тышкевич, он сказал, есть 18 пакетов санкций в отношении Российской Федерации, только 2 из них это по Украине. Вот если брать во внимание вот эти кейсы, насколько они эффективны и насколько они могут привести в ближайшей перспективе к желаемому результату, а именно освобождение наших территорий и выход России с нашей страны? Ну, мне кажется, одними санкциями мы точно этой цели не добьемся, потому что страна-агрессор к санкциям адаптируется. Как вот живой организм, они умеют находить лазейки, как вот в частности получилось с этим несчастным трубопрокладчиком, кораблем «Академик Черский», который никогда не было, это судно не было построено в России. Понятно, Россия не умеет строить настолько современные суда. Это судно было куплено, переоборудовано, через 20 фирм прокручено. И таким образом вот Россия его получила. Или как было с турбинами Siemens, которые поставлялись для одной электростанции, а на самом деле попали в Крым. То есть таким образом Россия демонстрирует, что ей санкции по барабану, она может, играючись, вот так находить варианты. А Б всегда увеличивает ставку, говорит, что, давайте введите что-нибудь еще, вот мы посмотрим. Самые работающие санкции, вот с нашей точки зрения, это санкции, с украинской я имею в виду, это санкции против ближайшего окружения Путина. Потому что эти санкции, собственно, ставят у этих людей, которые привыкли к роскошной жизни на Западе, а теперь не имеют возможности ездить туда, отдыхать, лечиться и навещать детей в дорогих английских частных школах. Вот этих людей мы, собственно, должны этими санкциями побуждать на бунт против режима Путина. И мы знаем точно, что этим людям эти санкции болят. Им больно и неприятно. И вообще, как это вот русский коррупционер воровал, собственно, шел к успеху не для того, чтобы в деревне под Тулой коротать свои деньги. Ему хочется гулять, тратить деньги, сорить деньгами, а его этой возможности лишают. Но так или иначе мы бунта не видим. Ну, не все сразу, не все сразу. Давайте будем оптимистами и помнить, что практически каждый второй правитель в истории России отстранялся от власти, скажем так, не по своей воле. Вот. Или его устраняли в результате интриг, или его убивали. Поэтому будем верить в лучшее. Ну, а какие еще санкции, по-вашему, могли бы вынудить Российскую Федерацию хотя бы сесть за стол переговоров по Крыму и обсуждать деоккупацию Крыма? России очень больно на самом деле. Вот чем хороши вот санкции, которые есть, они действуют против российского нефтегазового сектора. Они касаются оборудования, которое Россия, если не купит, то не сможет разрабатывать новые месторождения. И для них это больно, потому что они понимают, что они не смогут продавать больше и больше нефти и газа и больше зарабатывать. Поэтому нам надо посмотреть на статьи российского экспорта. Это и продукты машиностроения, это атомная энергетика. И очень, на самом деле, россияне играют большую роль на рынке атомной энергетики. И добиваться ущемления их прав именно вот в этих вот сферах. Допустим, введение санкций против больших российских госкорпораций, как то Ростехнологии, Росатом и Газпром, или российские железные дороги, которые это уже тоже секторальные строят. огромные санкции. Это очень хорошо. Вот это то, к чему мы можем идти, но опять же, чтобы убрать Россию с какого-то рынка, мы должны всегда предлагать альтернативу. Вот, думать, интриговать, плести заговоры и так далее. Это очень тяжелая дипломатическая работа. А как вы оцениваете сейчас работу украинских дипломатов на международных платформах? Вы знаете, мы учимся, потому что точно наш дипкорпус стал гораздо более профессиональный. Я могу отметить работу посла Андрея Мельника в Германии, могу отметить работу посла Андрея Шевченко в Канаде, могу отметить работу посла Чалова в США. Это за такую дипломатию точно не стыдно. Но Министерство иностранных дел точно не отличается от всех остальных министерств и ведомств Украины, которые в своем ДНК несут вот вирус СССР, да, то есть вирус вот еще советской, такой вот фейковой абсолютно
дипломатии. У нас же у Украины было ОССР, свое Министерство иностранных дел, которое было абсолютно игрушечным, потому что все равно все решения принимались в Москве. И нам очень тяжело вот этот ген зависимости и заглядывания в рот к старшему брату прибить и привести действительно новых людей на должности. Ну, хорошо, что это сейчас, собственно, происходит. Слава богу, что вот у нас Министерство иностранных дел руководит не лысый с квартала, а все-таки карьерный дипломат. Вот мы очень часто обсуждаем западные санкции по отношению Российской Федерации и как-то вот меньше обсуждаем наши внутренние украинские санкции по отношению к России. Они достаточны, по-вашему? Абсолютно нет. Вы правильно абсолютно подметили, что это один из аргументов, То есть мы как бы требуем от Запада, а что делаем? за которые нас критикуют. Да, вот если бы у нас бы было гораздо больше морального преимущества в разговоре с западными странами, если бы мы приняли санкции, потом приехали и сказали: посмотрите, как мы сделали. Вот помогите нам, сделайте это точно так же. Но, увы, российская агентура в Украине, российское влияние настолько высоки, что вот меняются президенты, а премьеры так вообще меняются очень часто, а никто эту проблему решить пока А не что может. могли бы мы сделать, но не сделали? В смысле, мы как государство или мы как... Я имею в виду в санкционном вопросе в отношении России. Какие бы санкции Украина свои инструменты влияния на Россию могла бы использовать, но не использовала? Очень больной вопрос, но тот, в котором мы продвигаемся очень медленно. Нам надо прекратить покупать их товары. Нам надо прекратить покупать русский газ и русское топливо для атомных реакторов. Это очень тяжело, это даже дороже во многом будет, чем есть сейчас, но это вопрос нашего выживания. Это первое. Второе — это российский капитал. У нас на самом деле присутствует российский капитал, его много. У нас работают российские банки, которые массово кредитовали украинскую промышленность. И, конечно, мы должны были вводить санкции против этих финансовых организаций. Вот вы сейчас говорите про капитал российский, да, там про банки, но может нам хотя бы для начала, я не знаю, денонсировать какие-то договора с Россией, я имею в виду, возможно, договор об общем использовании Азовского моря, даже после открытой военной агрессии России в Азовском море и захвата наших украинских судов и наших моряков, мы этот договор не денонсировали. Более того, каждый год встречаемся с представителями России, распределяем квоты и делим кильку. Но мы тут не совсем правильно, потому что большой договор о дружбе, который вот определял Азовское море, мы его денонсировали. Да, да. Но он носил же декларативный Но, понимаете, мы можем объявить все, что угодно, но пока весь мир не признает границу Украины посередине акватории Азовского моря, ничего не изменится. Мы сначала должны добиваться от стран и привести с ними предварительные переговоры, что они признают нашу границу посередине моря, международное сообщество, и после этого уже это делать. Потому что если мы это сделаем сейчас... наша демаркация не проведена. Этот процесс практически закончен. Более того, провести ее невозможно без согласия другой стороны. Потому что две процедуры демаркации с нашей стороны, с их стороны делимитация называется. И пока вот они не встретятся вместе, мировое сообщество просто не признает эту границу. Поэтому нам сначала надо добиться того, чтобы они ее признали, а потом уже денонсировать договор. Еще лучше, чтобы они ее признали, прислали пару своих кораблей наблюдать, а на следующий день мы денонсировали. Вот как раз мы затронули тему Азовского моря. Вы знаете, что Азовское море также милитаризируется со стороны Российской Федерации. И плюс ко всему, сейчас Черноморский флот России сообщает о проведении в аннексированном Крыму танковых учений. Как пояснили в пресс-службе Минобороны РФ, российская армия отрабатывает на полуострове оборонительные и наступательные действия. Давайте послушаем их цитату. В рамках планових заходів бойової підготовки підрозділів берегової оборони армійського корпусу Чорноморського флоту екіпажі танків Т-72БЗ розпочали виконання завдань у складі танкових рот, а екіпажі БТР-82 продовжують відпрацювання одиночних дій при веденні бою. Олег Стариков, военный эксперт, с нами сейчас на прямой связи. Витаю вас. Добрый вечер. Ну вот, услышали вы сейчас сообщение. Черноморский флот России, значит, сейчас сообщает о проведении в аннексированном Крыму танковых учений. Что это такое?
Но это проводится межвидовое командное штабное учение крымской группировки войск, на фоне которой проводится тактика специального учения родов войск как этап зимнего периода обучения. Поэтому с учетом того, что заканчивается зимний период обучения и переход на летний период обучения, это предусмотрено в планах боевой подготовки. Но особенность этого учения в том, что она задействована как средство ПВО дальнего радиуса действия, это ПВО «Триумф» С-400, а также задействованы, которые уничтожают, предназначены для уничтожения гиперзвукового оружия, крылатых ракет, ядерных боеголовок и стратегических ракет, впущенных стратегических бомбардировщиков. Это первое, очень важно. Также «Панцирь» используется для уничтожения, это третий вид эшелона ПВО, который используется для уничтожения средств, которые летят на малых высотах. В принципе, это так называемые беспилотники. Почему не были использованы БУКы, которые как среднее звено по недопущению прорыва С-14, я в принципе не знаю, может быть, журналистам что-то не увидел. Но здесь самое главное другое. Это идет учение по отражению нападения со стороны акватории Черного моря. Поэтому, еще раз повторяю, крымская группировка, особенно береговая охрана и Черноморский флот предназначен для противодействия 6-му флоту США, и они, в принципе, готовят все свои подразделения для того, чтобы противодействовать возможному нападению, возможно, высадке с помощью 6-го флота США или при подразделении НАТО, которое есть в Черноморском регионе. Но вот если учитывать, насколько сегодня милитаризирован полуостров, несет ли это угрозу для материковой части Украины? Ну, естественно. Дело в том, что, с одной стороны, мы говорим, и вот про то вооружение, которое использовано, это обычные виды вооружений, и оно несет только именно как милитаризация полуострова. Угрозу, в принципе, будет нести та достоверная информация, когда будет достоверно уже известно, что на территории Крымского полуострова есть ядерное оружие, как на флагмане Черноморского флота, и также на объекте С-850 объекте, так называемое, в Севастополе, а также на ракетно-технических базах. Поэтому есть разные варианты и разные средства контроля. В принципе, средства объективного контроля Соединенных Штатов Америки, они это дело контролируют, в том числе и противоминные группировки НАТО, которые заходят на 21 день в акватории Черного моря, они это дело контролируют с помощью своих разведкораблей. И я так думаю, в случае чего они сразу же дают знать о том, что им эта информация известна, и Российская Федерация принимает меры или по скрытию нахождения ядерного оружия, или будут какие-то там ноты и тому подобное. Ну а какова вероятность того, что сейчас уже на территории есть ядерное оружие? Я сказать не могу, потому что, опять же, говорю, здесь информация должна быть от разведсообщества, от разведуправления Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, от разведсообщества НАТО, а также от разведподразделений стран НАТО, которые дислоцируются в Черном море. Это Турция, Румыния, Болгария. В принципе, если они данную информацию через НАТО, штаб-квартиру НАТО публикуют, то я еще раз говорю, достоверная информация. Здесь очень чувствительный вопрос. Мы можем говорить по-разному, но если это будет опубликовано, то это уже будет вызывать, то есть будут определенные ноты и определенные движения между комитетом начальников штабов Соединенных Штатов Америки, штаб-квартирой НАТО в Брюсселе и Генеральным штабом Вооруженных сил Российской Федерации. Спасибо большое. Кстати, я заканчиваю. Кстати, сегодня были проведены телефонные переговоры между начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Герасимовым и председателем комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки генералом фамилию забыл.
Спасибо большое, Олег, что с нами связались. Олег Старик, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Я дуже дякую вам. Ну, а гостем нашей студии был Константин Батоцький, политолог, директор Агентства розвитку Приазовья. Дуже дякую вам тоже. Ну, а мы, к сожалению, вынуждены с вами прощаться. Буквально через несколько секунд смотрите информационную программу «Заман», а после программу «Прайм». Не переключайтесь. Хоршки. Юқары Шуранның реинтеграция мәселелері ве инсан хақлары бойынша комитеті Қырымға су берілмесіне қаршы бейанатқа қол тұтмады. Бұны Голос фракциясының халық депутаты Саламия Бобровска хабар етті. Весиқада Русия ишгалжы девлет оларақ Женева конвенциясына көре ишгал етілген территорияда олған әр шейге месулетлі олғаны айтылайды. Бұны берабер Қырым татарлар тақып етілмесіні тоқтатмаға, ярмада силалаштырылуы ве Қырымда өзек, яғни ядер силасы ерлештірілмесінден вазгечмеге чағыру бар еді. Бұл биянат вастасынен Украина президентіні, Милли Мудафа ве Хавсызлық Шурасыны, ишгал етілген Қырым Днепр суынен темин етілмесі биянатлары ве интылуларына бірден сесленмеге чағырajak олдылар. Бұнен берабер биянатта Шымали Қырым каналы қорылмасы ве ярмада ишгалжілерден бошатылмағанына қадар су бермемеге талабы бар еді. Оппозиционная платформа «За життя» фракциясы қаршы шықты. Слуга народа фракциясындан депутатлар қол тұтмақтан вазгечкен. Весиқа қабыл етілмеген. У нас была такая жесткая полемика. Я в своем выступлении указал, что мы все знаем, что для пятой колонны в Украине в лице ОПЗЖ самые воспринимаемые только шаги те, которые, по их мнению, ведут к укреплению отношений Украины с врагом нашим Россией. Понимаем, что они всегда будут противодействовать любым таким шагам. То, что ряд депутатов слуг воздержались, я думаю, что они плохую услугу сделали президенту Украины. Потому что президент Украины на последней встрече четко высказался в поддержку территориальной целостности Украины, в поддержку в вопросах политико-правовых крымско-татарского народа. Қырым қанутсыз ишгал етілген. Өздеріні қабатлы оларақ танымайлар. Бұны кечкен сені язда Қарасу базарда тұтылған Бабави оғыл Энвер Вериза Омеровлар. Айдер Джепаров Русияның Женеве Арби махкемесінде білдірді. Анда оларға низбеттен уйдырылған терроризм давасы бақылы башланды. Рус прокурорлары махкеме топлашуында оларны Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмді қабатлады. Ләкин сияси мабустер бөле қабатлауға өз итиразыны білдіріп, оларға низбеттен уйдырылған дава Украина канунларына көре бақылмасына талап еткен. Консолидированно они сказали, что являются гражданами Украины, что считают, что Крым является частью территории Украины, незаконно аннексирован. Сказали также, что считают все это преследование политически мотивированным, преследуют их как крымских татар по национальному и религиозному признаку, полностью себя считают невиновным и считают, что суд является незаконным в отношении них. Шаатлар еріне сұрав протоколларында олған малыматына ишгалжы таққачылары өзлері яза. Шаатларға тек имза қойдырталар, базы вақыт имзаларыны да тақлит етелер. Бұны Бақшысарайда тұтылып терроризмде қабатланған 8 Қырым татарының адвокаты айты. Оларының малыматына көре махкемеге давет етілген қабатлав тарафының чоқусы шаатлары. Протоколда yazылған малыматыны бұрынжы сефер көреве махкемеде бұл малыматыны таздықлап оламай. Показывали протокол также этому свидетелю, спрашивали, его ли подписи стоят в этом протоколе. Он сказал, на часть из этих подписей он не узнал их, да, он сказал, что это не мои подписи, на какие-то сказал, что это его подписи. Вообще судебная система так
устроено, что никакого смысла в допросе свидетеля в суде, наверное, нет. Почему? Потому что все сводится к тому, что свидетель, приглашенный в судебное заседание, лишь должен подтвердить те показания, которые есть в письменном протоколе. Остальное все остается бессмысленным. И если свидетель говорит что-то противоречивое, все равно все сводится к этим показаниям, все равно все сводится к протоколу, и, скорее всего, в приговоре, в обвинительном приговоре будут ссылаться именно на протокол, а не на показания свидетеля, данные им в суде. Будава бойынша Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Билялов, Сиран Салиев, Сервер Зекирьяев, Эрнес Саметов, Эдем Смаилов ве Сервер Мустафаев тақып етілі. Оларына 2017 сенесі Куздеве, 2018 сенесі барды тұтып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмді қабатлайлар. Мабуслерінің чоқысы 2,5 жылдан берлі СИЗОда тұтыла. Махкеме отырушылары еп девам етмекте, қарар аляда yok. Едіқұйы районында өлдірілген 6 яшында қызчықның бабасыны оны телекеде қалдырғаны үшін апске алдылар. Еркек кішіні яқалап, евінде тентов кечіріп, ақрабасына сұрғыдан кечірділер. Өлдіровнан бұтын инжеліклерін огренмек үшін экспертизалар тайынленген. Кеченлері қызчықның бабасынан достына шеклену сеслендіріп, оны да апске алдылар. Оны қызчықның намысындан кечкені де қабатлайлар. 39 яшында еркек өз қабатыны таныған. Кечкен жұма ертесі күні қызчық бабасы ve onun dostının Шымали Қырым каналынан ялысына ратланмақ үшін кеткен. Bu yüklер içkені вақыт қызчық ялы бойы юре екен. Бабасынан досты оны evге озғарып кеткен. Yol бойы қызчықның намысындан кечіп оны каналға етеген. Бұтын геже онларca insan қызчықны қыдырды. Тек саба дайверлер қызчықның жесетіні канал астында тапып oldu. Қабатланған тек яқында апсханеден шыққан. Бірқач кере хырсызлық, өлдіров қорқызывы ве намыстан кечув интылывы үшін апске түшкен. Шымды есе оны СИЗОға йылладылар. Миллетчілер Қырымға берілі білген Днепр суына зерлей біле. Бұны Қырымнан ишгалчілер парламентнан yolbaşçısı Владимир Константинов айтты. Оның сөздеріне көре яшайыш үшін бұл телікеледір. Оның үшін о Аксеновнен берабер боле құрбанларға азыр дегел. Ве бұнен берабер Қырымға су берілмесі үшін Шымали Қырым каналы азыр дегелдей. Константинов Украина акимиетіні ярмада сакинлері, хастахане ве мектеплері аққанда түшінместен Қырымны сусыз қалдырды деп қабатлай. Ишгалчілер ярмадада су қытлығы олғанны таный. Аз яғанақлар ве қыш қарсыз олғаны үшін су анбарлары тек 25%-ға толы. Бұл сене су севiyesi кечкен сенеге көре 2 кереге аз. ФСБ Қырымнан мемури сыңырына кечув яңы қайделеріні кірсете. Рус паспорты олмаған Қырым сакинлері мемури сыңырына енді Украин паспортынен кечіп оламайжақ. Қырым сакины мемури сыңырына кечкені вақыт ишгалчы сыңыржыларға Украин паспортына көстерсе, оны паранен жезалап Рус паспортына көстермегенне қадар Украина қытасына шығармайжақ екенлер. COVID-19 хасталығындан Қырымда да бір инсан вефат етті, да 6 инсан хасталынған. Ахмеджетве кезлевде бірер хаста белгіленген. Сақ районында есе бір қорантадан бірден 4 кіші зерленген. Коронавирусқа оғырап вефат еткен кіші чоқ вақыт девамында ағыралда екен. Шымды Қырымда 110 кіші хастаханеде болуна, 4 хаста ағыралда. Русия ишгал етілген Қырымда кенеде ось арби күчіні көстермеге девам еті. С-400 учақ ұру Триумф ве Панцирь комплекслерінің дивизионы авадан келе білген душман ұжымлеріні ұрмаға ұгренді. Су-29, Су-27 учақлары ве Ми-8 ве К-27 вертолетлары шартлы нишанлар кыбы белгіленіп оларға электрон атышулар япқанлар. Қараденіз флотының БТР ве танклары ялы мұдафа маневрлар